Знания, подкрепленные практикой, гарантия успешного трудоустройства. Это весьма актуально, в том числе и для будущих аграриев. Перспективы построения профессиональной карьеры открывают перед сегодняшними студентами сотрудничество Госуниверситета с Россельхозцентром. На его базе ребята будут проходить практику. А сегодня будущие специалисты расширили кругозор будущих коллег в области организации рабочих процессов с применением современных технологий выращивания семенного материала. В аудитории аграрного факультета Госуниверситета лекции читали не преподаватели учебного заведения, а специалисты Россельхозцентра. Гости подробно рассказали студентам о функциях и деятельности учреждения и обязанностях специалистов. Подробно останавливались на причинах серьезных потерь урожая зерна. Приводили и примеры удачного посева. И у семян есть документы, что вот этот сорт, где он произведен, кто его произвел, кто является оригинатором этого сорта. И вот начиная от питомника размножения, потом оригинальные семена, элитные семена, мы все это прослеживаем. Мы проводим апробацию, мы проводим регистрацию посевов. Например, для обеспечения устойчивого производства картофеля большое значение имеет повышение качества семенного материала, так как болезни передаются от одних растений к другим, отчего и возникают вопросы некачественного продукта. Чтобы избежать этого, специалисты Россельхозцентра ведут контроль за соблюдением нормативов по выращиванию семян. К нам обратился фермер с Малгобека, он говорит: я, говорит, посеял семена, но у меня, говорит, ничего не выросло. Когда мы начали смотреть, эти семена вообще не были районированы в нашей зоне. И, естественно, он не мог получить хороший урожай. И поэтому мы постоянно на совещаниях, при встречах мы говорим о том, что вот вы собрались покупать, обращайтесь к нам, рекомендации. Все рекомендации по государственному заданию – это бесплатно. Лекции были направлены на то, чтобы заинтересовать студентов и привлечь их после учебы серьезно заняться развитием сельского хозяйства. И эта цель была достигнута. Молодые люди обратили внимание на интересные предложения и сделали для себя определенные выводы. Я готовлюсь к дипломной работе. У меня тема дипломной работы – это фенхель, масличное растение. Подготавливаюсь к своему диплому, изучаю все это, провожу анализы, опыты ставлю, все такое, вкантыш у себя на поле. Теоретические знания, полученные в ВУЗе, необходимо подкреплять практикой. Отныне аграрники смогут проходить ее и на базе Россельхозцентра, и в других сельхозпредприятиях республики. Такое право им дает соглашение, подписанное Россельхозцентром и университетом. Наши студенты сейчас начинают проходить там практику, производственную практику, учебную практику. Помимо этого, Россельхоз у нас со всеми другими регионами уже заключается договор. И будем выпускать наших выпускников за пределы. И они будут трудоустраиваться. По словам специалиста Россельхозцентра Руслана Бокова, отличившиеся студенты вуза по окончанию учебы смогут трудоустроиться как в центре, так и на предприятия, подведомственные Минсельхозу. Спектр сотрудничества, он довольно-таки широкий, там и подразумевает много разных направлений, как в образовательной сфере, так и в производственной сфере, в научной и так далее. И с возможным дальнейшим трудоустройством каких-то из лучших студентов в Россельхозцентр, либо мы будем как-то проводить, оказывать содействие в трудоустройстве отличников, то есть лучших студентов в какие-то ведущие предприятия, сельхозпредприятия республики. Встречи подобного характера являются продуктивными в первую очередь для обучающихся. Совместная работа будет результативной и полезной, в том числе в плане развития аграрного сектора экономики региона. Фатима Катиева, Мадина Марзиева, Малсак Агиев, Вести Ингушетия.